казаки появились только в 15 веке. Это утверждение можно услышать снова и снова. Оно стало любимым аргументом всех, кто хочет отделить казаков от их же истории, особенно от эпохи Шингисхана. Их логика проста. Казак-Орда появилась в 15 веке, значит, и народ появился тогда же. Тогда у нас к ним вопрос. Алфабет появилась в 2015 году. Значит ли это, что Alphabet не имеет никакого отношения к Google, YouTube, Waymo или DeepMind? Что эти компании исчезли? Что Alphabet — это совсем новая компания, которая возникла из ниоткуда и не связана с предыдущими? Нет, это просто название холдинга, новая оболочка для объединенной системы. Но суть осталась прежней. Google, YouTube, Waymo и DeepMind продолжают жить и развиваться. Так почему, когда мы говорим про казаков, они вдруг теряют способность к логике? Почему? Если в 15 веке возник союз под названием Казак-Орда, они делают вид, что все племена и народы, его создавшие, внезапно исчезли, а на их месте возник новый народ, упавший с неба, без прошлого и без корней. Нет, это были и есть те же – Найман, Дулат, Жалайыр, Керей, Аргын, Канырат и десятки других родов и племен. Те же племена Шингисхана, тот же народ Золотой Орды. Они не исчезли, не были уничтожены, не растворились. Они объединились, не потеряв своих родов, не забыв своих предков, и до сих пор хранят свою идентичность. Если бы Казак-Орда была собрана из сброда, перемешанного и не помнящего свое происхождение, можно было бы сказать, что начал формироваться новый народ. Но это был союз родов, как империя. А империи не обнуляют историю своих племен. Создалась новая федерация, если угодно, восстановилась Золотая Орда, пусть немного урезанная, переформатированная и под новым именем. Те же земли, те же племена, та же система родов, просто с новым брендом – Казак-Ордасы. История народов – это не история смены флагов и названий, а история компаний, не история новых брендов и логотипов. История – это родословная, названия меняются, государства возникают и исчезают, а народы живут, если у них есть память о предках. Мы ведь не говорим, что китайцы появились в 1949-м, когда возникла Китайская Народная Республика. И никто не скажет, что история итальянцев началась только после объединения Италии в 1861-м. Так почему в случае с казаками они делают вид, будто все иначе? Сегодня в стране поговаривают сменить имя «казак» на «алаш». Если завтра это произойдет, скажут ли они, что алаши — это совсем другой народ, который не имеет никакого отношения ни к казакам, ни к их истории?